глава 5, вторая Голгофа. Для Л.Н. середина второй Голгофы была особенно трудным временем. Он убеждался, что его дело – одно из самых мельчайших дел для власти. Прошло 5 лет с момента ареста в ноябре 1949 года. Уже нет ни Жданова, ни Сталина. За Л.Н. ходатайствуют видные ученые. Ему сообщали даже, что за него заступается и Академия наук. Увы, этого не было. Но не происходит ровным счетом ничего. Контакт с канцеляриями остается кажущимся. О периоде с конца 1954 года нам известно больше, чем о первой части срока. Сохранился целый цикл писем Л.Н. к другу Василию Никифоровичу Абросову. Специалист-лимнолог, озеровед Абросов успешно занимался и гораздо более широкими проблемами, в частности, цикличностью и изменением климата. Василий Никифорович переписывался с Л.Н. с конца 1954 года, помогал ему советами, научной литературой и выписками, которые делал по просьбе Л.Н., и даже продовольственными посылками. В одном из писем Л.Н. писал: «Дело мое сдвинулось с мертвой точки. Приезжал прокурор и допросил меня. Записал мои показания правильно и сказал, что дело рассматривается. На мой вопрос, как долго можно рассматривать пустое место, посоветовал не ждать скорого результата, так как вся волокита движется медленно». Примечание. Письмо Л.Н. Абросову, 24 сентября 1955 года. Мера, 1994 год, номер 4, страница 131. Конец примечания. Летом 1955 года Л.Н. сообщал другу: «В Москве мое дело все разбирают и разбирают, тратя на это занятие вместо получаса полгода». Примечание. Письмо Л.Н. Абросову, 5 июня 1955 года. Конец примечания. В начале 1956 года Абросов получил еще более безысходное письмо. «Перспективы мои более чем туманные. Ответа нет. Я начинаю думать, что его не будет. Что ж, весной и это проявится». Примечание. Письмо Л.Н. Абросову, 1 февраля 1956 года. Конец примечания. Отсутствие положительной перспективы плохо сказывалось на здоровье Л.Н. «Я много болел в прошедший год», пишет он в январе 1955 года. В марте того же года он сообщает Абросову: «Скреплю по-инвалидски и занимаюсь как средневековый монах, один по ночам, ибо работаю ночным истопником». Неприятности не прекратились в следующем году. «Лежу с отрезанным аппендиксом и еще очень слаб, жить нечем и перестает хотеться», пишет Л.Н. в феврале 1956 года. Примечание. Козырева. «Лев и птица. Мера. 1994 год, номер 4, страницы 114-136. Конец примечания. Однако эти жалобы, а чаще просто констатации, некое, так сказать, извинение за то, что работается неинтенсивно, составляют не более чем 100-ю часть так называемого лагерного цикла. В это время идет и интенсивная переписка с матерью, о которой можно судить по нескольким письмам А.А. Письма А.А. того периода разнообразны по обращениям. «Дорогой сынок мой Левушка», «Милый Левушка», «Милый Львец». Часть из них – ответы на просьбы Л.Н. достать новую книгу или прояснить у знакомых востоковедов какой-нибудь вопрос.
АА делала это умело и иногда даже пыталась полемизировать с сыном. Так, например, она писала: про Ань Лушаня, XIII век, спрашивать никого не пришлось. Я сама наткнулась на него в книге Фицджеральда. Почему ты думаешь, что он был хунном? Некоторые советы АА в письмах кажутся несколько странными. 27 марта 1955 года она пишет сыну: «Очень хорошо, что ты занимаешься востоковедением, в частности хуннами, но не следует забывать и русскую классическую поэзию, в частности Пушкина. Перечти маленькие трагедии 1830 года. Какая глубина! Какое прозрение!» Анна Андреевна прониклась убеждением, что подавать ходатайство об освобождении Л.Н. от своего имени ей не следует. Она решила действовать через известных людей, писателей и ученых. Из всего этого получилось следующее. Из писателей в защиту сына АА выступили несколько человек. Илья Эренбург послал письмо Никите Сергеевичу Хрущеву. Молчание последнего он воспринял как знак немилости и замолк. Михаил Шолохов в прошлое, 1938 год, сидение Л.Н., сам прислал человека к АА с предложением хлопотать. Он и на этот раз, видимо, обращался в инстанции, но получил ответы «проверяют», «подняли дело» и тому подобное. Сурков в разговоре с Мандельштам возмущался нарушением законности, но не знал, что Л.Н. до сих пор сидит. По-иному и куда смелее вели себя ученые. Академик Струве без раздумий написал от своего имени ходатайство, характеризуя Льва Николаевича как талантливого ученого-востоковеда. Он оставил пустое место для обращения, вручил свое письмо Анне Андреевне с тем, чтобы она воспользовалась им по своему усмотрению. Известный востоковед, академик Конрад, через врача Кремлевки, который лечил идеолога КПСС Поспелова, тоже академика, передал тому письмо прошения об Л.Н. Но идеолог не удостоил коллегу ответом. Академик Конрад не убоялся прочитать и одобрить рукопись зэка Гумилева, которую тот исхитрился переслать из лагеря. Примечание. Видимо, это был так называемый манускрипт на восьмушках серой бумаги, который мне довелось видеть в руках у Натальи Викторовны, вдовы Л.Н. Конец примечания. Историк и археолог академик Окладников согласился написать в инстанции. Директор Эрмитажа Артамонов, узнав о состоянии Л.Н., реагировал так: «Я очень рад, что Лев жив. Я считал его погибшим». И тут же ходатайствовал о пересмотре дела, оформив пространную характеристику, в которой официально брал на себя ответственность за каждое слово. Письма АА в лагерь всегда очень экономны. 6-7 строк. «Знаешь, Левушка», — писала АА 28 апреля 1956 года, «мне как-то нравится, что никто ни минуты не сомневается, что ты, вернувшись, можешь углубленно и плодотворно заниматься историей. Как это ты заработал такое?» Эмма Герштейн пыталась объяснить сверхэкономность АА следующим образом. Особенно травмировала Ахматову перлюстрация переписки. Это ее угнетало до такой степени, что она начала писать письма телеграфным слогом. К тому же кто-то ее надоумил, что лагерные цензоры быстрее читают открытки, чем запечатанные письма. Поэтому она писала Леве на 2-3, а то и 4 открытках подряд. Это оскорбляло и раздражало его, тем более что АА писала, по его мнению, сухо. Она не могла выражать свои чувства, помня о чужих и враждебных глазах. Примечание. Герштейн. Лишняя любовь. Новый мир.
1993 год, номер 11, страница 154, конец примечания. Но вернемся в ГУЛАГ. Здоровье Л.Н. ухудшалось. Никакие ходатайства не приближали свободы. Росло непонимание с А.А. Только одного хочу. По возможности закончить книгу об истории Центральной Азии, сиречь посмертную докторскую диссертацию, пишет он все тому же Абросову в середине 1955 года. Примечание. Письмо Л.Н. Абросову. 3 июня 1955 года. Конец примечания. А в конце августа Л.Н. откровенно пишет другу Васе: «Если пересмотр приведет меня домой, надо начинать жизнь заново, а это, ох, как трудно. Это задача для молодости, а я уже старик». Примечание. Письмо Л.Н. Абросову, 26 августа 1955 года. Конец примечания. Идет 1955. Гумилеву 43 года. Среди текстов были и горькие размышления о том, что все уже поздно. Я не знаю, как сложится моя судьба, но, по-видимому, приходится рассчитывать на холостую жизнь, что меня ничуть не огорчает. Мне жениться поздно, ухаживать лень и беспокоиться о взаимности вовсе неохота. Что же все-таки спасало в этой, казалось бы, полной безысходности? Ответ на этот вопрос в следующих словах Л.Н. из письма Абросову. «Я, конечно, всемерно стараюсь отвлекаться в сторону науки, но сколько можно? Жить и смотреть на мир неохота». Мне кажется, что первая часть фразы – объяснение всего. Дикой выносливости, преодоления, способности не обращать внимания на условности, существующие даже там, за колючей проволокой. Чего стоит информация из 2 писем конца 1955 года? Живу сейчас средне, хожу на работу, учусь на сапожника. И через 3 дня еще я стал сапожником. Все, включая начальство, хохочут надо мною, но мне наплевать, я в тепле. И тут же с хорошим юмором. А в самом деле, достаточно прочесть любую статью Натаныча, Бернштама, чтобы понять, что это сапожник, почему никто не смеется. Лучше историку работать сапожной, чем писать книги, как сапожник. Примечание. Письма Л.Н. Абросову от 24 декабря 1955 года, 27 апреля 1955 года, 24 октября 1955 года, 27 октября 1995 года. Конец примечания. Самое ценное, а вместе с тем и спасительное для Л.Н., была возможность хоть как-то заниматься наукой. «Я все чаще стал попадать в больничный барак», — пишет он. «Наконец врачи пожалели меня, определили инвалидность. Меня назначили теперь на сравнительно легкие работы. Так появилось время, чтобы думать. Теперь предстояло самое трудное – получить разрешение писать. В лагере, как известно, категорически запрещалось вести какие-либо записи. Я пошел к начальству и, зная его преобладающее свойство предупреждать и запрещать, сразу запросил по максимуму: можно ли мне писать? «Что значит писать?» — поморщился оперуполномоченный. «Переводить стихи, писать книгу о гуннах». «А зачем тебе это?» — переспросил он. «Чтобы не заниматься разными сплетнями, чтобы чувствовать себя спокойно, занять свое время и не доставлять хлопот ни себе, ни вам». Подозрительно посмотрев на меня, он молвил: «Подумаю». Спустя несколько дней он вызвал меня и сказал: «Гуннов можно, стихи нельзя». Примечание. Гумилев.
поводов для ареста не давал. «Аврора», 1991 год, номер 11, страница 30. Многократно цитированные выше письма Васе интересны, конечно, не жалобами, а колоссальным накалом научного поиска, добрым спором двух профессионалов на путях стыковки, казалось бы, самых разных наук. В начале 1955 года Л.Н. пишет Абросову: «У меня здесь 2 чемодана книг и ни одной тряпки». Примечание. Письмо Л.Н. Абросову, 18 января 1955 года. Конец примечания. Из Омского лагеря в 1956 году он уедет тоже с 2 чемоданами. Они сколочены из досок, их сделали столяры-зэки, но в них бесценный для Л.Н. груз, рукописи 2 его монографий «Хунну» и «Древние тюрки», его будущее, к счастью, не посмертная диссертация. До 1961 года, больше 4 лет, время подчистки, проверки того, что сделано в нечеловеческих условиях, приведение рукописей в диссертабельный вид. Свидетельством поразительной работоспособности Л.Н. для меня явились его письма Савицкому. Через несколько месяцев после лагеря он пишет отцу евразийства, не уступая тому в эрудиции.